Это все свободно-ходовая стежка. Рисунок я перевела, вышила, простегала. Каждая сумка – настоящее произведение искусства. Главные женские аксессуары мастерица Людмила Кабанцева уже много лет шьет сама. Мягкие, красивые и вместительные – эти вещицы теперь есть у всех подруг и родственниц. Рукоделием сыктывкарка увлекается больше 10 лет. В прошлом работала госслужащей, но когда вышла на заслуженный отдых, полностью посвятила себя любимому хобби. Я много попробовала видов рукоделия, но в последнее время остановилась машинная вышивка, лоскутное шитье и изготовление сумочек, и стежка. Стежка – это вообще что-то волшебное совершенно. Когда двигаешь ткань, не машинка, вернее, двигает ткань, а сама руками двигаешь ткань и как бы вышиваешь, рисуешь иглой, особенно разными нитками, это просто... Мастерица изучила массу способов лоскутного шитья. К примеру, это одеяло шито в технике калейдоскоп. Ткань режется на треугольники и по-разному компонуется. На одно такое изделие уходит около месяца. Также долго и кропотливо над каждым своим творением трудится Татьяна Пакшина. Это покрывало она шила по бумаге. Все элементы аккуратно собирала. Кстати, эти кусочки тканей буквально со всей страны. Это была ночная рубашка, но она новая совершенно, она даже не это самое. А ткань вот буквально 2 года назад в Иркутске купила, это в Кирове, в общем, это в Вологде, ой, в Великом Устюге. Понимаете, вот со всех городов тканей привезено, что-то из Сыктывкара. Татьяна Пакшина пришла в рукоделие благодаря занятиям в Квилт-клубе. Это сообщество любителей так называемого пэтчворка. Именно так сегодня называют уже довольно древний вид рукоделия. Площадку для экспозиции Сыктывкарский госуниверситет предоставил не случайно, ведь это альма-матер обеих мастериц. Наша задача через эти выставки воспитывать студентов. И когда они приходят в музей, например, чтобы ознакомиться с постоянной экспозицией, а наши студенты, как говорится, в обязательном порядке приходят к нам в музей, особенно первокурсники, то они уже по-другому воспринимают музей. Здесь меняется экспозиция, здесь яркие краски, здесь их учат понимать эту красоту, принимать эту красоту, восхищаться этой красотой и заставляют задуматься, а почему бы нам не заниматься этим же творчеством. Выставка в СГУ имени Сорокина будет работать до середины октября. Полюбоваться красивыми изделиями можно совершенно бесплатно. Кстати, увидеть их будет полезно не только молодежи, но и тем, кто пополнил ряды представителей третьего возраста. Здесь становится ясно, пока человек реализует главную потребность творить, старость и депрессия ему не грозят. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.